Уезжали в Гудауский ковидный госпиталь, провели рабочее совещание на территории Гудауского ковидного госпиталя. Было две темы обсуждения. Это больные, которые находятся на лечении в Гудауском ковидном госпитале. Сейчас их 12 человек на лечении, у многих сопутствующих хронических заболеваний. Находятся под наблюдением врачей в лечебном учреждении. Второй вопрос, который обсуждался, это вопрос очистных сооружений. Вы знаете, что сама система канализационная, она изношенная была, долгое время она некорректно функционировала на территории больницы. Сейчас мы привлекли специалистов Апснергылара, присутствовала Инга Викторовна Чанба, это главный врач СЭС Гудауского района. Также присутствовали представители администрации города. Мы осмотрели очистные сооружения. В нижнем сегменте очистных сооружений на выходе там установлено уже 2 насоса и 1 дополнительный вентиль. В тестовом режиме сегодня эта система работает. Далее мы осмотрели верхний блок очистных сооружений, который непосредственно установлен у инфекционного корпуса, который стоит выше. Значит, там проходит полный цикл биологической очистки методом обеззараживания УФО. Мы договорились о том, что будет дополнительно установлен дополнительный резервуар, и будет проводиться очистка гипохлоридом натрия, чтобы увеличить эффективность очистки. После этого будут браться пробы, и мы уже будем смотреть динамику, какая очистка проводится. Поэтому те очистные сооружения на данном этапе, они все функционируют. Мы в тестовом режиме отслеживаем ситуацию. Аслан Георгиевич Джаня, президент Республики Абхазия, находясь в Гудауском ковидном госпитале, обратил внимание о том, что канализационные системы долгое время некорректно работали. После этого поручения специалисты компании Апснергылара и специалисты из Российской Федерации были непосредственно приехали на объект и исправляли недостатки, недочеты, которые в последнее время привели к сбою работы канализационной системы. Да, ситуация там была сложная. Мы в автономном режиме всегда участвовали в этом процессе, старались сделать, но пришлось делать более широко и объемно подходить к этому вопросу. Это и финансово затратно, но на данном этапе ситуация в тестовом режиме она решена. Мы отслеживаем ситуацию по эффективности очистки. После взятия биопроб будем смотреть, как работает вся эта система.